Что делать, если гражданин заметил необоснованное повышение цен на продукты? Введением санкций на ввоз продуктов могут воспользоваться недобросовестные коммерсанты. Если такая информация будет поступать от граждан, либо вам непосредственно в информационное агентство, либо от самих граждан, я предлагаю ее переадресовывать в том числе в прокуратуру города, либо в администрацию городского округа Ухта, потому что и у нас имеются, в общем-то, обязанности мониторить ситуацию на продовольственном рынке, и у администрации тоже есть специальные отделы, которые занимаются данными вопросами. Я думаю, безусловно, надо проявлять гражданскую инициативу и, соответственно, сообщать о тех или иных фактах, где имеются нарушения прав граждан. Как повлиять на коммерческие магазины, которые засоряют мусором прилегающие к торговым точкам территории? У нас есть возможность предъявить исковое заявление к недобросовестным предпринимателям, которые в общем-то, нарушают законодательство экологическое, и обязать их устранить данное нарушение. Но здесь прежде всего это вопрос все-таки личной ответственности. Я думаю, мы как правоохранители и вы как средства массовой информации все равно должны разъяснять людям, гражданам о том, что в общем-то, природа ее это наше достояние, засорять ее, захламлять нельзя. Если такие сигналы будут, тогда также обращайтесь к нам, мы можем часть обращения рассмотреть сами, если это наша компетенция, если это компетенция контролирующих органов специализированных, мы направим по подведомственности, и в общем-то есть возможности, в том числе привлечения недобросовестных этих граждан, которые захламляют участки, земельные участки, в том числе к административной ответственности. Можно ли получить компенсацию от дорожников, если гражданин повредил свой автомобиль по их вине? Можно рассмотреть два варианта развития событий. Здесь часть граждан у нас, вы знаете, страхует свои транспортные средства, в том числе по договорам КАСКО, то есть это дополнительный вид страхования, помимо обязательного ОСАГО. Там, в принципе, это все может возместить страховая компания. Если гражданин туда обратится, это страховой случай, он туда, в принципе, подпадает. Также возможно обращение в суд, но это уже частная инициатива гражданина, то есть здесь нет публичного интереса, нет, так скажем, обязанности государства, в общем-то, обеспечить нарушенные права гражданина. Это исключительно вопрос самого гражданина, то есть если он обращается в суд, то здесь по гражданскому процессуальному кодексу он обязан доказать те обстоятельства, на которые ссылается в своем исковом заявлении. То есть, соответственно, если такой случай произошел, то надо обосновывать обстоятельства, при каких это обстоятельство случилось происшествие. В том числе зафиксировать, я думаю, показаниями свидетелей, очевидцев, непосредственно объяснениями, может быть, фотографирование произвести этого участка, но в дальнейшем, может быть, еще и дополнительно обратиться в органы ГИБДД, которые у нас в том числе осуществляют надзор за дорожной деятельностью и за организациями, которые осуществляют ремонт, зафиксировать еще дополнительно факт того, что такое-то происшествие имело место на таком-то участке дороги. И, безусловно, мы также, как надзорный орган, также по обращениям граждан и по обращениям контролирующих органов можем выходить с заявлениями о обязании устранить или нарушение закона о безопасности дорожного движения. То есть, опять же, это исковая работа. Но что касается именно компенсации морального вреда, тут надо понимать, что это исключительно гражданин сам по своей инициативе, это все вопросы в гражданском порядке решаются. Когда наведут порядок в ЖКХ, Ухта-Водоканал включает счетоводу за общедомовые нужды. В общежитии, где я проживаю, начисляет по 4 кубометра на комнату. С 2013 года, с 1 июня, в правовые акты Российской Федерации внесены изменения, и, соответственно, плата на водоотведение по общедомовым нуждам она не начисляется. В этой связи прокуратура города направляла в Ухтинский городской суд заявление с требованием прекратить начислять эти платежи на общедомовые нужды, на водоотведение, именно водоотведение.
Вот, заявление удовлетворено, оно прошло также апелляционную инстанцию, Верховный суд Республики Коми. Вот, и, соответственно, данные действия водоканала, они были признаны незаконными. Вот. Поэтому, если такие сигналы есть, что да, начисление, безусловно, производится, обращайтесь к нам, мы будем эту проблему также дорабатывать, и где-то, возможно, уже и раз судебное решение есть, уже спор по одному и тому же предмету не допускается, может быть, можем помочь гражданам путем внесения акта реагирования, представления, то есть потребовать конкретно, что произвести перерасчет по определенному дому там, или квартире, если это гражданин там, либо организация, допустим, помещение какие-то имеет. Бывший супруг не трудоустроен официально более года. Долг по алиментам за 2 несовершеннолетних детей насчитывает более 250 тысяч рублей. Лично передает мне 2000 рублей ежемесячно. Судебные приставы считают, что он выплачивает алименты, хотя и в неполном размере. Можно ли отца детей заставить выплатить долг по алиментам и увеличить сумму выплат по суду? Здесь прежде всего заявителю необходимо тесно взаимодействовать с отделом судебных приставов по городу Ухте. Значит, во-первых, если должник уклоняется от уплаты алиментов, да, ну, тут просто из текста заявления не совсем понятно, выплачивает он, либо не выплачивает. Значит, если уклоняется, да, то законом у нас даже предусмотрена уголовная ответственность по части 1 статьи 157 Уголовного кодекса Российской Федерации, это уклонение гражданина, должника по судебному решению от уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей. Поэтому я думаю, можно смело обращаться в отдел судебных приставов с заявлением о привлечении к уголовной ответственности должника. Отдел судебных приставов проведет проверку, примет процессуальное решение. То есть это будет либо возбуждение уголовного дела, либо отказ в возбуждении уголовного дела. Также возможно еще обращение о взыскании, значит, неустойки по алиментам. Такое тоже возможно. В том числе, если, значит, заявитель пожелает, мы, в принципе, также, если обратиться к нам с этим вопросом, мы можем тоже подготовить исковое заявление, как прокуратура города. В любом случае надо взаимодействовать с отделом судебных приставов, информировать судебного пристава о тех или иных, значит, если есть какое-то имущество, да, и долг, в том числе по алиментам, то надо своевременно информировать пристава-исполнителя, что да, гражданин располагает сведениями, что у должника имеется такое-то, такое-то имущество. Пристав будет устанавливать, соответственно, принадлежит ли это имущество должнику на праве собственности, то есть там взыскание же может быть обращено только на определенный круг имущества, принадлежащее ему. Если это, допустим, у него находится в пользовании и принадлежит другому лицу, там, соответственно, взыскание не может быть обращено. Вот, поэтому тут надо все это выяснять и, я думаю, тесно взаимодействовать с судебным приставом исполнителя. Вот. Если, значит, гражданин считает, что там пристав где-то, допустим, не дорабатывает, что-то, какие-то процессуальные действия не производят, исполнительные действия, то, соответственно, есть возможность обратиться с заявлением к руководителю, начальнику отдела судебных приставов, и уже непосредственно с ним эти нарушения устранять. Меня смущает работа Государственной жилищной инспекции. Там постоянно закрыто. Этот орган не решает проблем собственников жилья. При всем при этом ГЖИ постоянно проверяет директора УК номер 1 Вадима Иванова, пытаясь выжить его, конкурента УК с рынка. Как бороться с этой ситуацией? Что касается управляющих компаний, то у нас жилищный контроль, согласно жилищного кодекса, как раз осуществляет Государственная жилищная инспекция. То есть если гражданин считает, что те или иные права его жилищные нарушаются управляющими компаниями, пожалуйста, есть возможность обратиться в данный орган. Вопрос сводится к тому, если нарушаются, я так понял, права управляющих компаний, либо управляющими компаниями права граждан, значит, здесь рекомендации какие. То есть все, что касается жилищного контроля, Государственная жилищная инспекция, это по гражданам непосредственно. Если уже со стороны контролирующих органов осуществляется, ну, по мнению заявителей, нарушение прав, пожалуйста, здесь обращаться в прокуратуру города с заявлением, мы официально его зарегистрируем, проведем проверку и дадим ответ по доводам заявителя.